Заведующая отделением ночного пребывания первым делом ведет нас не в приют, а в соседнее помещение. Проблема именно здесь. То, что творится в подвале, иначе как беспределом не назовешь. Течет труба с горячей водой, течет давно, действий никаких не предпринимается. Везде пар, насекомые, слизни, грязь и все остальное. Заведующая несколько раз звонила в управляющую компанию. Сантехник перекрыл воду, но жильцы дома также оперативно включали водоснабжение вновь. Дверь в подвал не закрывается, свет здесь постоянно горит. В квартирах сверху хоть веником парься, говорят сыктывкарцы. Мы заходим как в сауну. Испарение горячей воды идет. Воздух, кислород куда-то пропадает. Куда хуже в отделении ночного пребывания. Если еще в середине сентября набухшая земля под полом только хлюпала и с влагой как-то справлялись, то теперь сухим из этой воды не выйти. Людей на ночлег принять мы не можем. Вот даже если там перекроют воду, отремонтируют, откачают, вот это помещение будет сохнуть целый месяц. То есть в течение месяца людей мы здесь тоже принять не сможем на ночлег. Пока мы находились в помещении, а это всего несколько минут, жижа из-под досок вылилась наружу. На полу не осталось сухого места. Пришлось срочно удалиться. Приют для бездомных находится на цокольном этаже. Вода в подвале льет прямо за этой стеной. Здесь прекрасно слышны звуки водопада. Если бы перегородки не было, поток хлынул бы прямо по этому коридору. 20 сентября заведующая уже письменно обратилась в управляющую компанию с названием РЭП. Но когда же коммунальщики исправят ситуацию и кто заплатит за небрежное отношение к ресурсам? За ответом мы отправились в офис предприятия. Директора, по словам диспетчера, на месте не было. А кто есть? Заместитель есть? Нету. Ну, я писала. Но вы можете нам дать информацию по заявкам, которые оставляли? Я этого не могу сделать. Я диспетчер. В этом помещении находятся сразу 3 управляющие компании. Дозвониться сюда, понятное дело, трудно. Всего 2 диспетчера, они же принимают посетителей. Сегодня из недовольных набралась целая очередь. В общем, была задолженность в свое время 8 тысяч рублей. Мы заплатили, и сюда заплатили, и средства ушли на другой лицевой счет, который уже не существует. На Морозова 43 у нас до сих пор отопительный сезон уже давно начался, да? У нас до сих пор нет отопления. Вообще холоднющая батарея, большая влажность в помещении, ну и грибок начинается. Несколько раз диспетчер уходила в соседний кабинет на консультацию. Пояснила, письменная заявка рассматривается в течение 10 дней. А вот если случай аварийный, то реагируют сразу. В итоге из служебной двери все же вышла представитель руководства. А почему такая реакция долгая на заявление? На какое заявление? 20 числа написали 10 дней. Понимаете, течет горячая вода. Мы только что все это видели своими глазами. Я звонила с 10 числа, что у нас... Они выходили к нам, они не бездействовали. Послушайте меня. Они говорят, что не горячая вода. Хорошо. Раз сантехник не горячая, он сегодня пройдет, пробьет. Недружелюбно настроенная дама явно не в курсе проблемы и настоятельно уверяет, что горячая вода не льется, только, мол, забилась труба. Пообещала, что сантехник обязательно придет. И даже в нашем присутствии передала свой номер телефона заведующей ночлега. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».